Здравствуйте. Здравствуйте. Могли бы вы рассказать о своем пути в кулинарии и о том, что вас вдохновило стать шеф-поваром? Наверное, я сейчас многих удивлю, причем очень серьезно, сказав, что моя основная профессия – это учитель русского языка и литературы. В свое время я закончила очень хорошее высшее заведение. Стать учительницей была моя мечта, такая непоколебимая, никто не мог ее разрушить. Я поступила, с удовольствием училась, но мне настолько хотелось быстро, сразу стать учительницей, что времени ждать 5 лет, пока окончу университет, в моей душе не было. И я в итоге перешла на заочное отделение, устроилась работать. Уже порядка в 18 лет я была учительницей. Проработав очень много лет, таких счастливых, года, которые я никогда не забуду. У меня сегодня, на сегодняшний день очень взрослые, состоятельные, самостоятельные ученики, которые встречаются в городе и говорят: «Зарема Жалиловна». И я с таким удивлением смотрю, неужели это взрослый мужчина, это взрослая женщина, мои дети. То есть такое яркое пятно осталось. Но в какой-то момент я подумала, что мне нужно сменить сферу деятельности. Долго, мучительно думала, что, как. И поняла, что я с самого раннего детства занималась тем, что готовила. Уже в 4 классе мой самый первый суп – это рисовый суп. Я, как сейчас помню, набухала туда риса, он весь разварился, и у меня суп превратился в кашу, но зато это была моя первая такая победа. И я поняла, что я, скорее всего, подамся в общепит. Работаю много лет, мне очень нравится. К сожалению, такого специального образования поварского у меня нет, но я совершенствовалась основательно. Я ездила по всем городам. Если меня заинтересует какое-нибудь заведение, я обязательно туда попадала. Я себя учила, я себя подготавливала. И вот уже порядка 20 лет работаю поваром и более 15 лет работаю шеф-поваром. Шеф-поваром для меня такая основная точка, потому что в душе я все-таки лидер-организатор. Всегда, с самого раннего детства у нас в семье были такие моменты, что мы праздновали какие-то праздники, делали сюрпризы друг другу. Это все исходило от родителей, и мне всегда нравилось. И я поняла, что да, это мое, и шеф-поварство в первую очередь, потому что Зарема Шамаева – это прежде всего, повторюсь, лидер-организатор. Дианочка, я все-таки хочу показать вам нашу кухню, какая она у нас просторная, как чисто, какие у меня замечательные повара. Вот здесь, например, самое излюбленное блюдо наших посетителей – запеченная тыква. Здесь запекается у нас тыква. Раиса у нас занимается супами, то есть мы не загружаем поваров тем, чтобы и это, чтобы все было чинно, чтобы все было правильно. А вот и самое главное королевство – национальная кухня. Кстати, здесь у нас уже, видите, тыква готовится для того, чтобы приготовить хингалш. Все свежее, каждый день все варится, все парится. Здесь, смотрите, здесь девочки занимаются лепкой. Сейчас это кукурузные галушки. Агаргалнаш, выдаемо левошел. Вот, смотри, Диан, мы сами готовим и вареники, и дидигалнаш. Вот вареники с творогом, вареники с картошкой, манты, курзе. В общем, все, что нужно для человека, для его улыбки и для его счастья. Зарем, хотелось бы также поговорить с вами насчет проекта «Битва шефов». Благодаря этому проекту о вас узнали практически большая часть жителей республики. И можете рассказать про ваше участие в этом проекте? Конечно, этот вопрос был неизбежен, я его ожидала. Он для меня и сегодня, спустя год, он вызывает во мне комок в горле и слезы в глазах однозначно, потому что победа в этом проекте – моя гордость, на самом деле. И не за себя, не за себя. Я обычный человек, который делает свою работу на совесть и продолжает это делать. А за каждую женщину, за каждую чеченку, за каждую, кто смотрел, за каждую, кто болел, за каждую, кто радовался. Вы не представляете, вы говорите, большая часть республики, весь мир, со всего мира мне писали. И чеченцы, и ингуши, и весь Дагестан, и русскоговорящие, и славяне. Ну, все восхищались, благодарили. То есть мне помог Всевышний, это однозначно. Я как бы
с таким сомнением подавала заявку. У меня есть очень замечательная управляющая в работе, и она была настойчива. Зарема, пожалуйста, Зарема. Я говорю, ну как же я, как я поеду, я там опозорюсь. Она, ты опозоришься, ты с ума сошла. И в итоге заявку подали, она у меня прошла, потом были определенные этапы, сделайте вот это, пришлите то. И в итоге говорят, да, ваше участие одобрено, мне тут же оформили поездку, все, и я приехала. Я приехала и думаю, что я делаю? Куда я приехала? Зачем? Как визитную карту взяла с собой Жижи Галнаш. И мне казалось, я вот ехала и думала, главное, чтобы вот они не проиграли. Главное, чтобы Жижи Галнаш прошли, а дальше пускай я уже, может, меня уберут из команды. Ну, все допускала. Думаю, просто для детей, для внуков. Ну, главное, чтобы Жижи Галнаш у меня прошли. Визитная карта. Они, к счастью, прошли на ура, и дальше, чем больше мы работали, чем больше мы готовили, тем больше восхищения, без ложной скромности, скажу, я вызывала у ведущих однозначно. Я поехала, я на совесть отработала, причем многие заметили, Зарем, ты даже там умудрялась всем помогать. Те, кто видели передачу, говорят, ты даже там умудрялась всем помогать. Так и было, и мы продолжаем дружить с теми, кто был со мной в финале, и с теми, кто даже не прошел до конца. Мы дружим, общаемся. У меня были уже гости из Магадана. Я очень надеюсь, что с Белоруссией была семейная пара Таня и Алексей. Мы дружим, я очень надеюсь, что они к нам в гости тоже приедут. Зарем, вот вы как раз-таки сказали о том, что к вам в ресторан приезжают очень много туристов, да, оставляют положительные отзывы. В чем, по вашему мнению, заключается успех чеченской национальной кухни? Почему она так востребована, популярна? Значит, гостей столицы у нас сейчас очень много, к счастью, и они все с удивлением, с умилением смотрят, какой красоты достиг наш город за такие короткие сроки, и благодаря человеку, который всю душу отдает нашей республике, каждому из нас. И приехавшие люди, естественно, мы маленький народ, мы для них малоизвестны. Им интересно в такой красоте, чем дышат эти чеченцы, что они едят, что они творят, чего они хотят. И, естественно, их всех тянет на кухню, посмотреть, какая же это наша кухня. Если народ такой красивый, такой стильный, такой гостеприимный, хочется же знать, на основе чего вот это все выросло, правильно? Как я уже сказала, кухня у нас, блюд у нас не так много, но они самые полезные, самые правильные и самые настоящие, натуральные, потому что откуда появились Жижи Галнаш? Жили люди, взращивали пшеницу, рожь, там все от земли шло, правильно? Ухаживали за скотиной, это мясо, пшеница, это мука. А давайте вот так, чеснок, опять земля, все с воздуха, все с земли, все натуральное. Поэтому все так вкусно. Наше преимущество в том, что у нас необыкновенный вкус еды, просто необыкновенный. Наши Жижи Галнаш, наши Хингалш и наши Чепалгш – это фавориты всего, хотя у нас есть и масса других замечательных блюд. Но вот эти три короля, скажем вот так вот, и их сила в том, что они самые натуральные, что они исходят от того, чем мы живем и чем мы дышим. А вот какое из национальных блюд является для вас короной? Естественно, Жижи Галнаш. Я их очень люблю. С ними можно импровизировать, то есть мы можем любое мясо подобрать, бульоны, скорректировать так, как хочется. Конечно, то, что в оригинале, то, что классика, это само собой, но мы можем что-то доделывать, что-то менять, что-то, и это радует, что основной вкус не меняется, но зато мы можем импровизировать так, как на современный лад. Хотя многим это не нравится, кстати, все любят классику и правильно делают. Зарем, а вот каково это руководить большой командой? Вы знаете, я себя как руководителя, может быть,
и не позиционирую, я с ними стою все время в одном ряду. Если шеф-повар Зарема будет говорить: а ну-ка встань сюда, повернись туда, сделай это, сделай то, меня будут просто слушаться, потому что это шеф-повар, не будут рады меня видеть, не будут рады там, подать мне стакан воды, если я попрошу. Обычно я никого ни о чем не прошу, но тем не менее вы понимаете, о чем речь. Я работаю так же, как они. Конечно, могла бы ходить по кухне, проверять, смотреть. Это так, да, я проверяю, я контролирую каждый момент, каждый нюанс, каждую веточку петрушки, микрозелень. Я все контролирую, все вижу. Но я со своими коллегами, а их на кухне немало, я с ними на одной волне, как говорится. Поэтому у нас полное взаимопонимание, полная соблюдается субординация в хорошем смысле этого слова. И я считаю, что атмосфера на кухне идет прежде всего от шеф-повара, и это самое важное, что может быть у нас. Альхамдулилlah, с этим все хорошо. Зарем, помимо профессиональной деятельности, мне также хотелось бы поговорить с вами о религии. Какое место в вашей жизни занимает религия? Диана, я вот хожу по городу, проезжаю, и с такой радостью, с таким счастьем в душе смотрю на все, что происходит. Как красив наш город, как много красивых возможностей в виде мечети. В любое время мы можем прийти к Всевышнему и поделиться обо всем, что у нас на душе. Религия в мою жизнь, альхамдулилlah, пришла очень рано. С кровью матери, с молоком матери, как говорится. Уже в 3 классе, я помню, мы были совсем маленькими, когда мама говорила, что обязательно нужно держать пост. Мы держали в возрасте 6-7 лет, держали 3-дневный пост на тот момент. Это было сложно, но мы понимали, что раз мама говорит, раз Аллах так говорит, значит, через маму нам это передает, значит, должно быть. И уже с таких ранних моментов мы в семье, и мои сестры, и мой брат, мы знаем, что такое намаз. В 3 классе, да, у меня был дедушка замечательный, он вообще не поленился. 3 класс, ребенок, да, который еще бегает, прыгает, лазит по деревьям. Я до сих пор помню его почерк вот на таком развернутом листе, как он мне написал, расписал «Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи, все, что это самое должно быть для намаза, все расписал, становил рядом с собой, произносил строчку, я повторяла, произносил строчку, я повторяла. И я была не одна. Мои двоюродные сестры, братья, мои родные сестры, братья. Мы все обучались у нашего дедушки, который не пожалел ни сил, ни энергии для того, чтобы мы к этому пришли. И с тех пор, альхамдулилlah, каждый день, 5 раз в день, 5 раз обязательно мы перед Всевышним, я всегда прошу его о том, о чем не могу сказать никому другому. Я всегда рассказываю ему то, что для меня в жизни очень важно, и он всегда идет мне навстречу, альхамдулилlah. Религия, если мы живем религией, если мы понимаем, что это самое нужное, самое правильное в нашей жизни. Зарем, вот в чем, по вашему мнению, заключается секрет хорошего блюда? Вы знаете, да, мы же говорим, надо душу вкладывать, любовь однозначно. Если ты поверхностно относишься к любому делу, даже если ты моешь пол, ты моешь посуду, ты вытираешь стол, если ты делаешь лишь бы сделать, у тебя никогда не получится, какие бы ты средства ни применял. Это в первую очередь любовь, желание, душа, да, конечно. Но есть некоторые моменты, на мой взгляд. Вот мы с вами сегодня говорили о том, секрет нашей кухни и все такое. Вы знаете, я, прежде всего скажу, что я езжу по городам России, помогаю открывать рестораны, обучать поваров и все такое. И в зависимости от локации данного города, от людей, которые там находятся, от их привычек, я стараюсь подстраивать меню под их вкусы. И за все это время, я давно занимаюсь этим, за все это время я поняла, что как бы мы ни изощрялись, какими бы мы добавками какими-нибудь там сверхмодными не пользовались, мы всегда
возвращаемся к истокам чеченского народа. То есть те вкусы, которые мы даем в нашей национальной кухне, они воспринимаются везде. Это чеснок, это соль, это перец. И больше ничего. Я чеснок говорю не в каких-то добротных смыслах, а какие-то маленькие граммы, какие-то добавки и все такое. Чеченец, выехав куда-нибудь в Россию, он никогда не насладится блюдами, которые ему там предлагают по их местным устоям. А если мы ему предложим блюдо, которое отдает чеченским орнаментам, скажем так, то это всегда на ура. Это всегда нравится, это всегда кушается. То есть даже работая в ресторане, я заметила, что в основном все равно уходит национальная кухня, так же, как и европейская. Но я стараюсь эту Европу подстроить под нас, чтобы были оттенки желаний нашего народа. Зарем, но почему же получается так, что два человека используют одни и те же ингредиенты, но получается разный вкус? Извечная тема, Дианочка, извечная. Я очень много обучала женщин и молодых ребят на поваров и пришла к выводу. Вот мы с вами стали за одну плиту, с одинаковой температурой, с одинаковыми кастрюлями, совершенно идентичными. Налили одинаковое количество воды, положили одинаковое количество и того, все, что нужно. Но все равно у вас получится по-своему, у меня по-своему. У меня этому объяснения просто-напросто нет. Я не знаю. Я не знаю, как Просто ответить на этот вопрос. Хорошо. Зарем, вот в одном из своих интервью вы говорили о том, что, приходя домой, вы постоянно видели хорошо накрытый стол. Я знаю, что для вас это, возможно, сейчас больная тема, да, но... Мама человек, который, как и все мамы, которая дала все. У нас был замечательный папа, просто волшебный. Они в паре, они были настолько правильными, настолько интеллигентными, настолько порядочными. Мама говорила, что дети – это самый надежный банк. Она считала в том смысле, что то, что ты сегодня вкладываешь в образование детей, завтра утром это окупается. Они считали, что самое главное – это образование. У нас дома была библиотека. Вы не представляете, какая. 1000 книг у нас было. 1000. Начиная от самого малого. Как должна себя вести девочка, как должна себя вести женщина. Что правильно, что неправильно. Классика, Драйзер, Пушкин. Вплоть до политики. То есть для нас это было самое... Вот вложили так, и я на своих детях, что образование прежде всего, все остальное вторично. И не только в теме грамотности. Случалось, что у мамы выходной, и мы к этому выходному просто из школы летели. Бывает так, что да, она мама, она там целый день занимается уборкой, стиркой, глажкой и все такое, и, естественно, должно быть что-то приготовлено покушать. Даже если это были просто пожаренные макароны с луком, стол бывал накрыт так, как будто праздник. Вот ты приходишь домой, как на праздник, реально, и ты летишь, потому что тебя там ждет мама с накрытым столом. И не важно, что на этом столе. Например, сегодня говорят, вот макароны отварил, их надо холодной водой промыть, чтобы процесс не шел дальше, чтобы они, значит, не становились кашей и все такое. А моя мама это говорила уже тогда. Понимаете, мне много лет, это сколько лет назад. Я не знаю, откуда она все это знала, но она знала все про кулинарию, про образование, про традиции, про обычаи. И вложила настолько все это в нас, что на сегодняшний день, альхамдулилlah, говорят, что мы хорошие дети, а мы дети наших родителей. Вы меня извините, для меня немножко сложная тема. Да, насколько хорошо говорят о моей маме, о моем папе, это просто надо
Альхамдулилlah, что я дочь этих родителей, что они вложили в меня все, что я на сегодняшний день в этой жизни проживаю. Может быть, мне даже с таким воспитанием где-то тяжело. Может быть, я где-то очень сильно расстраиваюсь, удивляюсь. Я в таком возрасте, я до сих пор не могу привыкнуть к некоторым моментам в поведении каких-то людей, да. Но ничего, зато я выше, зато я воспитаннее, Олечка. Зарем, завершая наше с вами интервью, хотелось бы попросить у вас советы для наших телезрителей касаемо готовки. Дорогие мои сестры, дорогие мои братья, все, кто нас сейчас смотрит, все, кто услышит об этом, я хочу вам посоветовать всегда возвращаться к своим истокам, всегда помнить, кто мы, откуда мы, что мы знаем о своем прошлом, о своих предках, что ели они, что едим сегодня мы, раз уж тема поварская. Потому что то, что заложено Всевышним в нас, оно всегда бесценно, оно всегда правильно, и оно всегда выведет нас на самый высший и правильный уровень. Зарема, спасибо вам большое за советы и за столь интересный диалог. Дал эхту бой, дирейс филда алатам. Дирейс филда, это массовой. Всем добра.